На Новый год большасць людзей збіраюцца разам з роднымі і блізкімі за святочным сталом, а для некага гэта звычайны працоўны дзень. Наша здымачная група пазнаёмілася з тымі, хто новы 2018 сустрэне на сваім рабочым месцы. Вікторыя Мікалаеўна ўжо не першы раз дапамагае з'явіцца на свет маленькім шклаўчанам у навагоднюю ноч. Шчыруе яна ў радзільным аддзяленні аж 1989 года. Жанчына прызнаецца, працаваць у Новы год заўсёды незвычайна, асабліва, калі на гэта свята нараджаецца дзіця, а іншы раз і некалькі. На тот Новый год было очень много у нас детей, родов было очень много. У нас было на 1 числа 10 человек, рожениц, именно уже родившихся с детьми. Но в этом году тоже ожидается, но еще под большим вопросом, но есть предположительно, что будут роды. Праца працай, аднак пра Новы год забываць нельга. Аддзяленне ўпрыгожана мішурой і гірляндамі, а на пасту стаіць навагодняя ёлка. Усе ў чаканні чароўнага свята. Попьем чай, торт. Бывает, женщин тоже навещают мужья, тоже приносят им сладости какие-то, какие-то сувениры, подарки. Стараемся всем передать, чтобы, конечно, мужьям тоже хочется, чтобы их жены были довольны, их детки. У ліку тых, хто будзе на пасту ў першы дзень 2018-го, Кирилл Счислёнок. Ён оперативный дежурный по районе. Я заступаю точно так же с боевыми сменами, со всеми нашими подразделениями по всему району и несу круглосуточное тоже дежурство. В мои обязанности входит это проведение смены дежурства, контроль за тем, чтобы на всех подразделениях заступила дежурная смена, наличие техники, исправность техники во всех подразделениях, наличие запаса горюче-смазочных материалов, огнетушащих веществ. 1 студзеня бывае розным, адзначае Кирилл Сергеевич. Не заўсёды свята праходзіць спокойно. Из моего личного опыта, то приходилось встречать даже Новый год на пожаре. Это был, если не ошибаюсь, 2006 либо 2007 год. Мы дежурили. И в одном из населенных пунктов, раньше это был Рыжковский сельский совет, сейчас Александрийского сельского совета, произошло возгорание. Оно произошло в 23:30. И получилось так, что полночи мы провели на пожаре и встретили Новый год уже. То есть выехали мы в одном году на чрезвычайную ситуацию, а возвратились уже через год, можно сказать. Вот такая ситуация. Но для нас это обычный рабочий день, который единственное, что наши подразделения все переходят на усиленный вариант несения службы. Не забываюць пра Новы год і выратавальнікі. Нягледзячы на ўсю сур'ёзнасць і напружанасць сваёй работы, яны таксама падрыхтаваліся да свята. На вокнах папяровыя сняжынкі і сімвал надыходзячага года. На вуліцы упрыгожаная живая ёлка. Мы тоже хотим, чтобы у нас было красиво. Мы тоже хотим, чтобы люди шли и видели, что тут работают нечёрствые люди. Если мы будем относиться к даже той же самой елочке украсить, то, поверьте мне, в сердце любого сотрудника отзовется на любую тогда человеческую какую-то беду. Он будет знать, что сердце это не черство и оно не камень. В связи с этим, как могут наши работники, они сами, видите, вырезают, что-то на окна наклеивают, чтобы как немножко сделать для себя, точно так же, как и смена, которая будет осуществлять дежурство, она будет хоть чуть-чуть чувствовать, что это все равно праздник. Шчыруюць на Новый год і Анастасія Судакова з Андрэем Цемруком. У гэты дзень ён Дед Мороз, яна яго ўнучка Снягурка. Каля 10 гадоў Андрэй Іванович дорыць сапраўдную навагоднюю казку маленькім шклаўчанам. Анастасія, у сваю чаргу, 4-й Новый год дапамагае яму ствараць святочны настрой і ўручаць падарункі хлопчыкам і дзяўчынкам. Гэта сапраўдны, творчы, крэатыўны тандем. Дзеці заўсёды з нецярпеннем чакаюць іх да сябе ў госці. Встречают их очень хорошо. Дети очень верят в это чудо, в эту сказку. И каждый раз видишь эти глаза детские, и забываешь и про усталость, и про то, что хочется домой, к своему ребенку пожалеть. Видишь этого малыша какого-нибудь или малышку с такими глазками, они хлопают, они ждут, конечно, это поднимает настроение. Заказы уперед і на самый Новый год заўсёды шмат. Гульні, загадкі, хараводы вакол ёлкі і нават флешмобы з бацькамі. Насычаная навагодняя праграма не дазваляе засумаваць нікому. Стомленасць у Деда Мороза са Снягуркай безумоўна адчуваецца, але вера дзяцей у цуды кампенсуе многае. Спасибо ребятам, которые верят в чудо, потому что если бы не их счастливые глаза, если бы не дети, которые действительно хотят этого праздника, то, конечно, было бы вот так.
приходили бы домой уставшие, без желания, без ощущения праздника, но за счет того, что дети действительно в это верят, это стоит того. С Новым годом!